В начале мероприятия присутствующие почтили память Станислава Лакоба минутой молчания. Встречу открыл Арда Ашуба, директор Абеги. Он отметил, что Абхазия потеряла великого человека. Станислав Лакоба был многогранной личностью. На мероприятии его вспоминали как ученого, государственного деятеля, человека-патриота. Где бы ни находился Станислав Зосимович, он как личность проявлял принципиальность, порядочность, честность. Его масштабы государственного мышления и как наставник, и как автор учебника «История Абхазии» у него всегда была своя точка зрения. И сегодня, конечно, не только Абхазский институт, все абхазские ученые, да, вот и за пределами, видя фотографию, слыша, что сегодня с нами нет Станислава Зосимовича, с болью принимают, и не утихает боль. Отмечалось, что Станислав Лакоба умел работать и дружить с разными людьми. С учеными говорил научным языком, с крестьянами мог говорить свободно на бытовом уровне, с литераторами как литератор. Он был принципиальным человеком и умел отстаивать свою точку зрения. И думали, и думают, да, вот, что он не владел, да, свободно он не говорил, но настолько глубоко он знал то, что мы говорим апсвара, крестьянина, дворянина, там, князь, там, те, которые хотели бы похвастаться, там, я из такого-то рода, но я был удивлен, насколько он глубоко знал, да, вот все иерархии, то, что мы говорим на абхазском, никаких не было там преград, что он свободно говорил и не говорил. Он, конечно, дух абхазского крестьянина, вообще человека, он прекрасно знал. В 1979 году Станислав Лакоба окончил историко-филологический факультет Сухумского государственного педагогического института. В течение нескольких лет работал корреспондентом газеты «Советская Абхазия», затем ученым-секретарем Общества охраны памятников истории и культуры Абхазии. Помимо этого, он с 1980 года с незначительным перерывом и до последних дней работал в Абеги. Защитил кандидатскую диссертацию в городе Тбилиси на тему «Абхазия в годы Первой Российской революции» в 1985 году, которая в том же году была издана отдельной книгой в том же Тбилиси. А за год до этого в Сухуми была издана другая работа по этой теме «Боевики Абхазии в революции 1905-1907 годов». Кроме того, истории Первой русской революции в Абхазии посвящен целый ряд работ ученого. Наверное, главной его исследовательской работой в это время можно назвать «Очерки политической истории Абхазии», которая была издана в Сухуми в 1990 году. В 1992 году за нее Лакоба был удостоен государственной премии имени Дмитрия Гуля. Станислав Лакоба был и будет всегда, так как он был глыбой в разных ипостасиях, отмечали участники встречи. Он был редактором и соавтором учебных пособий и учебников по истории Абхазии. Станислав Лакоба фактически автор современной официальной концепции истории Абхазии XIX и XX веков. Он также был одним из основателей и председателем Абхазского исторического общества. Станислав Лакоба приходит, думается, к справедливому выводу о том, кстати, об этом надо задуматься, цитата: «Каждый народ, как две капли воды, похож на свою страну, землю, на ее ландшафт». В завершении этой части сообщения позволю себе высказать следующее небольшое ее резюме. Публицистика Станислава Зосимовича Лакоба лаконична, информативна, аналитична и научна. Поэтому публицистика Лакоба не умаляет его научных достижений и заслуг, а напротив, его наука и публицистика гармонично дополняют друг друга. Станислав Лакоба – исследователь, поэт и политический деятель. Его деятельность в сфере археологии берет свое начало со школьных времен. Именно тогда он увлекся историей и археологией. На мероприятии отмечался широкий круг его научных интересов, а именно история и культура народов Кавказа, глобальная региональная геополитика, восточная поэзия, литература. Несмотря на внешнюю строгость и невозмутимость, он был внимательным, чутким, тактичным человеком. До выставки в Японии японцы попросили не только, ожидали не только том, не только какие-то реликвии, связанные с жизнью Толстого, из музея Толстого, но представьте себе черновые бумаги нашей работы по подготовке первого тома. Верстку с какой-то черновой правкой, еще другие листы. Я подбирала наиболее такие эффектные
Его публицистические статьи представляют также самостоятельную исследовательскую ценность. Он был историком, кавказоведом, профессором МАГУ, лауреатом Госпремии имени Дмитрия Гуля, кавалером ордена Ахть-Апша второй степени, публиковал статьи и издавал книги, которые посвящены актуальным вопросам истории Абхазии в разные временные периоды. Значительную часть своей деятельности Станислав Лакоба посвятил национально-освободительной борьбе народа Абхазии. Он принимал активное участие в работе Народного форума Абхазии Айтгылара, неоднократно выступал на съездах конференции горских народов Кавказа, полемизировал с грузинскими учеными по вопросам абхазской истории и культуры, отстаивая самобытность абхазского народа и его государственность. Айлита Арутюнян, Роберт Ломия, Абхазское телевидение.